Добрый день, дорогие друзья! Это телешоу «Эрудит». Второй полуфинал. Вторая двойка игроков сегодня будет сражаться за место в финале. Как вы знаете, мы снимаем в Малой академии наук. Это телеканал Якутия-24. И если вы смотрели первый сезон, вы знаете, что лучшие и самые умные школьники со всей Якутии сталкиваются здесь умами, чтобы показать, кто из них действительно эрудит. Прежде чем я напомню правила, хотя, конечно, вы все их знаете, и напомню, кто является нашими постоянными спонсорами, давайте познакомимся еще раз с теми, кто пришел сюда к нам на полуфинал. Я уверен, что многие болеют за ребят, все-таки ребята действительно очень умные и показали уже очень хорошую игру, когда смогли преодолеть на блице и на других этапах своих соперников. Справа от меня находится Игорь Габышев и Аян Савинов, а слева Ариан Ивлев и Джулур Афанасьев. Давайте мы узнаем, Игорь, Аян, скажите, была ли у вас какая-то система при подготовке к сегодняшней нашей игре? Может быть, вы всю ночь готовились или, наоборот, не давали спать своим соперникам? Мы не давали спать своим соперникам. Каким образом? Шумели под окнами. Отлично. Так, действительно ли это помешало вам подготовиться, или, тем не менее, вы все равно все знания подтянули? Мы подтянули все свои знания. Они не помешали вам? Хорошо. Не помешали. Насколько сегодня вы уверены, ребята, в победе? Ну, я считаю, что у нас есть неплохие шансы победить, но у нас очень достойные соперники, поэтому это будет тяжело. Джулур, твое мнение? Ну, это будет сложно, но мне кажется, на 6 из 10. То есть 60% есть, что вы выйдете в финал. Да. Отлично. Хорошо, а узнаем мы так это или нет буквально через несколько минут. Напомню вам, что нашими постоянными чудесными спонсорами является, во-первых, компания Ростелеком, которая дает подписку годовую на сервис Ростелеком Лицей для команды победителя. Очень важный момент, мне кажется, все мы сегодня используем подписки. Ребята будут с телефона, с ноутбука или планшета целый год наслаждаться классным контентом. А второй наш спонсор — это Open от Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, который дает очень классные тренинги. Я думаю, и для школьников, и для студентов, и даже для меня это были бы, ну, вообще отличные тренинги. Подтянуться, какие-то, может, языки подтянуть, какие-то науки. Ребята здесь сидят, они все знают, у них мозги сейчас находятся на пике продуктивности. Это не то, что я какой-то гуманитарий, который сидит здесь и испытывает их знания. Но, так или иначе, мы начинаем. А тем, кто только-только подключился, я напоминаю, что у нас есть правила. Ребята их уже давно знают. Я обращаюсь к одной команде, потом к другой. У них есть возможность ответить, посовещаться чуть-чуть, 5-7 секунд, и дать мне какой-то ответ. Вопросов сегодня много, вопросы из разных категорий. А вы там загибайте пальцы, делайте какие-то пометки, пока пьете чай и кофе. И не забывайте, это вы там на релаксе, это вы там просто чилите. А ребята сидят и действительно пытаются прорваться в финал. Они тратят мозги, силы, энергию, буквально выкачивают из воздуха интеллект. Я чувствую, что там концентрация очень большая. Здесь все меньше и меньше с каждой минутой. Вы готовы? Конечно. Аян, готовы? Да. Все, ребята, готовы? Конечно. Готовы? Все, давайте начинать. Мы начинаем с быстрых блиц-вопросов, которых будет довольно много, и я надеюсь, что и та команда покажут лучший результат. Но по традиции, Игорь, Ариан, сыграйте в камень, ножницы, бумага. Я буду говорить камень, ножницы, давайте. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Так, в этот раз начинаем с этой команды. Немножко наша традиция с правой стороны перешла в левую. Ариан, Джулур, мы начнем с вас. Итак, какова настоящая фамилия писателя Максима Горького? Горький — это, конечно, псевдоним. И не от слова «горький шоколад», да? Но он выбрал такой псевдоним не просто так. Спросите у учителя литературы, почему. От ребят требуется только назвать настоящую фамилию этого чудесного советского писателя. Одного из самых больших писателей, я не побоюсь, советской литературы, потому что огромными тиражами выходили его книги, а еще он защитил многих писателей от советской власти. Пожалуйста, Ариан, Джулур. Наш ответ — Алексеев. Алексеев, нет. Его действительно звали Алексей, да, но фамилия у него была Пешков. Переходим сюда. Аян, Игорь. Жидкий металл. Известный, используемый даже в быту. Не буду говорить где. Жидкий металл. Хочется дать подсказку, но я думаю, ребята догадаются сами. Пусть наш ответ — ртуть. Ртуть, правильно.
Как говорила мама, если градусник разбился, надо всех эвакуировать, звать МЧС и желательно покинуть дом на сутки. Сегодня, как я видел в различных тиктоках и маленьких видео, сегодня к ртути относятся намного проще, просто собирают и выкидывают ее куда-то в окно. Переходим к третьему вопросу. Как назвать по-другому растительный мир на планете Земля? Одним словом. Наш ответ флора. Флора, и это правильно. У нас есть флора, фауна. Мы знаем, что сегодня это известный факт. Переходим сюда. Как называется дощечка, на которой художник смешивает свои краски? Одним словом. Сегодня это еще и сленг. Он, правда, немножко уже ушел, этот сленг. Палитра. 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 Переходим сюда. Как называются вооруженные силы одного государства? Ребятам пока это не грозит по возрасту. Но... Наш ответ армия. Армия, правильно, правильно. Переходим сюда. Какой российский город назван в честь большой хищной птицы? Проверим географию, насколько хорошо они знают. Орел. Орел. Не ястреб, не коршун, не птеродактиль, а действительно орел. Переходим сюда. В каком году было легендарное ледовое побоище? Знаменательная для нашего государства и нашего отечества дата. Когда рыцари ушли под лед. Пожалуйста. Мы думаем, что 1242. И это грамотный и правильный ответ, точка в точку. Переходим к следующему вопросу. Ребята, как называется единица измерения объема нефти? В чем привычно в мире считают нефть? Не рюмка, не стакан, не корыто и не бочка, а... Три, два, один. Игорь? Галлон. Нет, к сожалению, баррель. Баррель нефти, как говорят. Переходим сюда. Птица, в которую, согласно мифам и легендам, превращался герой русских сказок Финист. Там у него в имени есть Финист. Насколько хорошо знают ребята русские сказки и русский фольклор, сейчас мы узнаем. Так, Ариан, Джулур, я жду ответа. Наш ответ феникс. Феникс! Вы думаете, что в русских сказках Финист – ясный феникс? Спасибо, что не воробей. Нет, это был сокол. Финист – ясный сокол. Посмотрите, был такой персонаж. Интересный факт. Есть такой богатырь Вольга, да, русский богатырь, который был известен, но сегодня они про него мало говорят, но покопайтесь. Он был и не добрым, и не злым. Он занимал свою позицию, он умел колдовать, превращаться в разных животных, так же, как и Финист, но не столько прославился, как легендарная троица богатырей. Переходим к Аяну и Игорю, и сразу такой вопрос. Прибор для измерения углов. Сегодня используется в геометрии, как минимум. Я помню, я таскал его в школу, и у меня пригодился, наверное, за всю школьную жизнь 2 раза. Почему-то. Как-то я обходился без него. Можно уточнить? Конечно, прибор для измерения углов. В математике. Да. Ну как? Да. На уроках. Да, на уроках. Я же говорю, я в школу его таскал. Транспортир. Да, транспортер. А какой у вас был еще один вариант какой-то был? А если бы не на уроках? Переходим сюда. Едкая, язвительная насмешка, злая ирония. Ирония, она может быть нейтральной, а вот злая ирония называется таким словом. Это есть и в литературе. Такой термин могу подтвердить. Злая. А можно вопрос повторить? Едкая, язвительная насмешка, злая ирония. Наш ответ сарказм. И это правильный ответ. Сарказм. Как называется утверждение, требующее доказательства? Теорема. Теорему моментально отвечают ребята и не теряют время. Переходим к этой команде. Как называется спортивный бег на 42 километра? Метр или как? 42 километра. Марафон. Марафон. На 42 метра, по-моему, не существует такого бега, но действительно это марафон. Мы знаем, что есть спринт, а есть марафон. На 42 метра, наверное, это бег максимум до магазина за углом, либо если у тебя дачный участок, до уборной, да? Но уж точно не марафон. Переходим сюда. Чье имя носит Малый художественный академический театр? МХАТ. Чье имя? Точнее, фамилию, да, этого человека. Малый художественный академический театр. МХАТ. Надо еще говорить вот так с рукой обязательно. 3,
Каких ты художников знаешь, спрашивает Аян. И я подсказываю ему, что художники здесь ни при чем. Это театр. Главное слово здесь театр. Три, два. Хочет дать подсказку. Я знаю, о чем вы думаете, дорогие телезрители, но я не могу это сделать. Это будет слишком честно. 3, 2, 1. В честь кого МХАТ? Пас. Пас. В честь Максима Горького. Горький сегодня звучал. И если бы вы были в Москве, да, то вы бы увидели, что МХАТ действительно имени Горького. Переходим сюда. Как называется очень густой и темный лес хвойных деревьев? Густой темный лес хвойных деревьев. Тайга. Тайга. Действительно, Джулур говорит тайга. Задумался на секунду Ариан и такой, ну да, да. Хорошо, переходим сюда к ребятам. Самый твердый, известный на Земле минерал. Ваш ответ? Алмаз. Алмаз, и это верный ответ, это верный. Если, конечно, над алмазом поработать, получается бриллиант. А ребята здесь сидят, это уже бриллианты, да, ограненные, которые показывают лучшие знания. И, возможно, через несколько лет мы услышим их имена и фамилии еще раз, да, и скажем, вот, а началось все с эрудита. И вы все будете брать у них автографы и говорить, мы видели Игоря и Аяна в финале. Или, наоборот, Джулура и Ариана. Переходим сюда, к этой команде. Источник звука, который служит эталоном чистоты при настройке музыкальных инструментов. Все, кто играет на гитаре, да, или на другом инструменте, знают, что источник звука, который служит эталоном чистоты при настройке музыкальных инструментов, это 3, 2, 1. Скажи ты, говорит Ариан, снимая с себя ответственность, но все равно услышим его. Давай. Пас. Нет, Пас. нет. Камертон. Камертон. Переходим к этой команде. Быстро. Как зовут торговца, который продает предметы старины? Какие-то старые картины, древнюю мебель, может быть, старую одежду, какие-то трубки курительные, может, он продает старые. Да. Как называют человека, который продает предметы старины? 3, 2, 1. Антиквариатор. Ну, давай так. Там был часть правильного ответа, но ты слово перекрутил. Скажи по-другому. Скажи по-другому. Такого слова, которое ты сказал, не существует в природе. Исправьтесь. Я даю вам 5 секунд исправления. 5, 4, 3, 2, 1. Как по-другому? Аян, скажите. Аквариат, может? Нет, чуть-чуть, ребята. Надо побольше книжек читать. Антиквар. Антиквар, а не антиквариатор. Я давал шанс. Не говорите мне, что я не давал ребятам шанс. Я давал шанс. Переходим к этой команде. Как называется танцевальный шаг? Какое-то одно танцевальное движение. Какое-то одно танцевальное движение. Танцевальный шаг. Слово не длинное. Все, кто занимаются гимнастикой и танцами, сейчас говорят, ну это же элементарно. 3, 2, 1. Мы думаем, что позиция. Позиция. Нет, это па. Да, это па. Переходим сюда. В каком году основали Москву? Столицу нашей могучей страны. В каком году основали Москву? Сразу скажу, она была основана раньше Якутска. Удивительно. 3, 2. Вот сейчас учитель истории сидит и думает, о, как же так? Аян, Игорь. Ваш ответ. Ваш ответ. Ваш ответ. 1539. Нет, 1147. Немножко, ребята, промахнулись лет на 400. Переходим сюда. Страна, в которой жил и творил великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. Что это за европейская страна? Дам подсказку. Он творил не в Африке.
Я думаю, что у ребят в памяти до сих пор есть очень много сказок Андерсона, чудесных, очень добрых, которые сегодня не потеряли своей актуальности. И дети слушают их с удовольствием. Наш ответ Нидерланды. Нидерланды чуть промахнулись. Дания. Это была Дания. Переходим сюда. Как называется торжественный званый обед или ужин? Накрытый в честь чего-то или в честь кого-то. Я надеюсь, когда наша передача закончится, мне накроют вот это вот. Я ожидаю этого. Пир. Пир. Ну, очень уж по-литературному. Нет. По-советски банкет. Это называется банкет. Сюда. Где хранят стрелы лучники? Футляр для стрел. Явно знаете, компьютерные игры все играют. Ты же не бежишь с луком, не держишь стрелы во рту. Ты где-то прячешь свои 20-30 стрел. Как называется это слово? Во всех играх это есть. Позор, Джулур, Ариан. Я уже не взываю к знаниям истории. Я взываю к элементарным знаниям компьютерных игр. 3, 2, 1. Пас. Пас. Татаро-монголы сейчас где-то в каком-то прошлом вот так кулаком показывают им. Это колчан. Конечно, это был колчан для стрел. Что вы? Ребята, сюда к вам вопрос. Кто придумал русский алфавит? Подсказку. Это двое людей. Это не один человек придумал. Кто эти двое? Можно же назвать просто имена? Да. Я думаю, по-другому их и не называть, но хорошо. Кто придумал русский алфавит? Там русские имена, если что. Удивительно. Есть ответ? Мальчики, 3. Какие есть русские имена, спрашивает Аян, чем, конечно же, ускоряет приближение правильного ответа. Давайте, 3, 2, 1. Ребята, мне нужен ответ. Кирилл и Федор. Чуть промазали. Кирилл и Мефодий. Кирилл и Мефодий. Но правильное имя было Кирилл. Переходим сюда. Кому принадлежат данные слова? Кто с мечом на русскую землю придет, от меча и падет? Кто автор этих слов? Это известный деятель исторический, скажем так. Кто на нашу землю с мечом придет, тот от меча и погибнет. Князь Игорь. Нет, это Александр Невский, причем не актер, а тот самый известный всем воин, который, я думаю, уже и в истории, да, и в христианстве есть, поэтому Александр Невский. Сюда, ребята, к вам. В шахматах такое положение короля, при котором ему нет защиты. Как называется это положение на шахматной доске, когда у короля нет защиты? Элементарно, ребята. Мат. Мат, правильно. И пусть мат будет только в шахматах, да, а не в повседневной речи. Переходим сюда, к ребятам. К какому семейству животных относится скорпион? Хорошо, что скорпион не водится в Якутске, нам хватит наших комаров бессмертных и мошки. Если бы еще у нас бегали по Якутии скорпионы, то было бы сложновато, конечно же, немножко. К какому семейству животных относится скорпион? 3, 2, 1. Ракообразные. Ракообразные нет, паукообразные. Паукообразные. Переходим к этой команде. Ребята, денежная единица Бразилии. Денежная единица Бразилии. Попробуйте предположить. Это не рубль. И не доллар. Может быть, шкурки зверей? 3, 2, 1. Евро. Евро. Нет, это реал. Реал. Переходим к этой команде. Что чаще всего изображал на своих картинах Айвазовский? Он написал более 6000 полотен, и на большинство из них попало вот это.
Наш ответ море. Море, и это правильный ответ. Итак, заключительный вопрос из общей категории. Ребята, послушайте русский язык. Как называется предложение, которое состоит только из одного главного члена? Есть только подлежащее или только сказуемое? Как называется такое предложение? Это проходит в 7 классе. Вы знать должны. 3, 2. Доверьтесь сердцу и интуиции в русском языке. В каком предложении есть только один член предложения? Так, Аян? Игорь? Я жду ответ. Не распространяй. Не распространено, к сожалению, нет. Односоставное. Односоставное предложение. Было обидно, я слышал, что у Аяна был такой вариант. Итак, у нас закончились вопросы из общей категории. Ребята постарались, да, кто-то вырвался вперед, кто-то немного отстает. Прежде чем мы пойдем дальше, интересный факт. Самой короткой войной в истории была война между Великим княжеством Нассау и голландским городом Харлем. Как вы думаете, сколько длилась эта война? 30 минут. 10 минут. Всего 10 минут. В 1428 году длилась эта война, и хоть бы все войны длились всего лишь 10 минут. И закончилась она быстро, потому что они заключили мир. Дальше нас с вами ждут, как вы думаете, вопросы из какой категории? История, ребята. Нас ждет история. Так, ребята, у вас по истории как? Не очень хорошо. Не очень хорошо. У вас как? Все очень плохо. Ну, нормально. Что-то ваша команда немножко расстроилась, Игорь. Соберитесь, у вас еще есть возможность, чтобы догнать, ребят. История, биология, литература. Где-то вы сильны, да? Поехали. Категория история, и у нас здесь есть 2 вопроса из якутской истории. Итак, мы начинаем. Ребята, вопрос первый вам. Кто был великим полководцем и императором? Он сделал империю в 13 веке и завоевал большую часть Азии. Чингисхан. Чингисхан, и это правильный ответ. Действительно, очень влиятельная личность в мировой истории. Ребята, вопрос к вам. Какая страна является первым в мире государством, которое официально приняла христианство? Да, эта страна была первым в мире государством, которое на государственном уровне приняла христианство как государственную религию. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь, ребята. Поэтому подумайте. Возможно, сейчас перед экранами сидят ваши родители и говорят, ну мы-то знаем. Потому что это довольно известный факт был. Он и в Советском Союзе распространялся, и до него. Да, есть такая страна. Византия. Византия, к сожалению, нет, это Армения. Армения была первой страной, которая приняла христианство на государственном уровне. Переходим к этой команде. Как назывался период в истории с 9 по 15 век? Как назывался этот период? Непростой период. Средние века. Средневековье, да. Там бы многих из нас сожгли бы, да, во времена этого периода, но хорошо, что мы живем не в это время. Переходим к вам. Как называется битва в 1812 году, которая стала ключевой в обороне России от Наполеона? Ключевой, легендарной, мемной, можно сказать даже. В 1812 году, которая стала ключевой в обороне России от Наполеона. Даже Лермонтов поднял эту тему в своем произведении. Как называется битва в 1812 году, которая стала ключевой для обороны России от Наполеона? Подсказка Лермонтова им вообще ничего не дала. Интересно. Учительницу по литературе я прошу взять ребят на заметку. А, Лермонтов, говорит Аян. Что-то он вспомнил. Три, 2, 1. Я жду ответ. Версия интуиции Аян.
Бородин. Бородино — это правильный ответ. Действительно, Бородинская битва, которую поднял Лермонтов в своем произведении. Как радуется Аян, да? Как будто выиграл 1 000 000 рублей. Переходим к этой команде. У нас идут два вопроса из якутской истории. Назовите, пожалуйста, первого президента Якутии. Первого президента Якутии. Михаил Ефимович Николаев. Это правильно, да? Легендарный человек, очень важный для нашей с вами республики. Переходим к этой команде. Сколько всего существует в Якутии улусов? Улусов, или сейчас их называют районы. Я не прошу их перечислять. Далеко не каждый может их перечислить. Я назову в лучшем случае 2/3, да? Но просто сказать, сколько их. Вопрос сложный. Не все родители, не все учителя обсуждают это с учениками. Пожалуйста. Игорь пытается посчитать на пальцах. Я думаю, это провальный план. Сложно, сложно. Я засчитаю вам погрешность в 1. Если ошибетесь на 1, я засчитаю. Но не больше, иначе улусы обидятся. И вы не сможете никуда за пределы Якутска уехать. 15 улусов. Ребята промахнулись более чем в 2 раза. 34 улуса, да, существует в нашей большой, как 4 Франции, республики. А мы закончили с историей, и впереди у нас категория биология. Я надеюсь, ребята знают биологию не хуже, чем общие вопросы и историю. А мы начинаем. Что объединяет птиц, млекопитающих и рыб? Что у них есть общего? Их можно отнести к одному, можно сказать, к одному виду. Птиц, рыб, млекопитающих, что у них есть? Они все позвоночные. Да, они позвоночные. Это правильно. Ребята, держите осанку, вспоминайте, что вы не рыба, да, и у вас есть такой вертикальный позвоночник. Переходим к ребятам. Какая часть тела у человека отвечает за восприятие запахов? Ну, тут нужно ответить не нос, а кое-что в носу. Тоже несложно. У нас в носу есть они. Они в носу. Они думали, что нужно ответить нос, и уже благополучно улыбались. Но нет, что-то в носу позволяет улавливать запахи. Доверьтесь интуиции, ребята. Игорь, Аян, я жду ответ. Одно слово может принести ребятам балл. Пас. Рецепторы. Рецепторы находятся в носу. Интересный, кстати, факт, что рецепторы в носу идут напрямую в мозг, в отличие от звуков, в отличие от вкуса, да, и зрения. Они не проходят фильтрацию, и поэтому, если вы человека почувствуете по запаху спустя 10-20 лет, вы узнаете его быстрее, чем если узнаете какие-то его привычки и даже внешность. То есть это прямой сигнал в мозг. Поэтому, как говорится, следите за своими рецепторами, чтобы они у вас не забивались. Переходим сюда. Вопрос, ребята, к вам такой. Какая часть растения отвечает за проведение воды и минеральных веществ от корней к листьям? Простейший вопрос. Биология, не знаю, какого класса. 6-го, может быть? Конечно. Какая часть растения отвечает за проведение воды и минеральных веществ из корней к листьям? Три, 2, 1. Ариан, Джулур. Наш ответ сосуд. Сосуд. Нет, стебель. Стебель. Есть такой термин. Переходим сюда к вам, ребята. Какие организмы в рекламе всех пугают? Эти одноклеточные микроорганизмы называются так. Все говорят, бойтесь их. Они у вас и здесь, и тут. Мойте руки, потому что надо бояться этих одноклеточных микроорганизмов. Мама вам говорит, пришел, помой руки, у тебя на руках они. Бактерии. Бактерии, правильно. Ребята, к вам. Что такое пигмент и какую роль он играет в организме?
какую роль играет пигмент в организме? Он улавливает витамин D. Улавливает витамин D. Чуть-чуть, ребята, перемудрили. Пигмент придает цвет определенным, да, участкам тела и окрашивает. Например, у растений это хлорофилл, у животных пигменты кожи и шерсти. Да. Чуть-чуть не в ту сторону, ребята, пошли. Идем сюда. Последний вопрос из биологии. Какие органы у человека отвечают за чувствительность и восприятие боли? Что у нас есть в теле, что дает нам чувствовать боль? Сейчас многим из вас больно, что выигрывают не ваши фавориты, или наоборот. Больно от того, что многие вопросы оказались слишком сложными или слишком легкими для наших очень умных школьников. Нервы. Я засчитаю. Нервное окончание. Я засчитаю. Это правильный ответ. Дальше нас ждет еще одна категория, я на нее намекну. Да. Самыми известными писателями, фантастами в Советском Союзе были Аркадий и Борис Стругацкие. Да, и считаются, их даже иногда называют нашим советским Шекспиром. Есть такая аналогия. Шекспир бросил тень на английскую литературу на 200-300 лет. То есть после него действительно все находились с деревьев в тени, и больших писателей не вырастало. То же самое со Стругацкими. Очень долго не появлялось действительно сильных фантастов. Сейчас называют кто-то Лукьяненко, да, но, конечно, к славе Стругацких еще никто не подошел. Как вы думаете, какая категория вопросов нас ожидает? Литература. Литература. Итак, мы начинаем с вопросов по литературе. Ребята, как называется древнее сказание о легендарных героях, богах и явлениях природы? Миф. Миф. Правильно. Ребята, вопрос к вам. В каком произведении рассказывается о жизни и приключениях простого петербургского чиновника Акакия Акакиевича Башмачкина? Это произведение проходит в 8 классе, поэтому... Если ребята придут в школу, а учительница литературы будет стоять за дверью с топором, я ее не буду судить. Башмачкин Акакий Акакиевич, простой, скромный петербургский чиновник, появляется в каком произведении? Какого автора? 3, 2, 1. Башмачок. Эх, нет, Шинель. Конечно же, Шинель Гоголя. Переходим сюда. Тот же автор, но вопрос другой. Как называется произведение Гоголя, где черт похитил Луну? Сейчас, наверное, их родители делают так. Но это же элементарно, это же изи. Ночь перед Рождеством. Да, да, возможно, ребята читали или смотрели чудесный советский черно-белый фильм, который до сих пор отлично в декабре, в январе смотрится и не потерял свою актуальность. Переходим к этой команде. Как называется драматическое произведение с веселым и смешным сюжетом? Драматическое произведение с веселым, смешным сюжетом. Тоже буквально вопрос элементарный. Но для ребят он может быть сложным. Три, 2. Доверьтесь интуиции, ребята. 1. Аян, Игорь. Комедия. Комедия. И это правильный ответ! Ребята волновались, сомневались, но это правильный ответ. Предпоследний вопрос из литературы и вообще. У нас остался только после этого видео вопрос. Как быстро летит время, думаете вы, сидя в халате с чашечкой чая, закинув ногу на ногу, вам там удобно? А ребята волнуются, это соперничество. Напоминаю, что тот, кто выигрывает, проходит финал, а тот, кто проигрывает, мы отбираем у него квартиры в честь НВК. Шучу, конечно, квартиры мы никого не отбираем, но первое место у нас есть. Ребята, вопрос к вам. Сколько раз ходил старик к морю в сказке о рыбаке и рыбке? И принялся Ариан загибать пальцы. Не подсказывайте, сколько раз ходил старик? 3 раза. 3 раза. Эх, 6! 6 раз ходил старик. Вам надо сказку повторить. Действительно, если вы будете перечитывать, вы удивитесь, что не легендарная цифра 3, к которой мы все привыкли, а 6. Ребята, последний вопрос к вам. Назовите произведение или героя, в котором звучит эта фраза: «Мы с тобой одной крови, ты и я».
Я думаю, что любой советский житель, да, или просто поклонник книг скажет, ну как же вы не знаете. А какая была классная советская экранизация, да? Мультфильм я имею в виду, конечно же. Мы с тобой одной крови, ты и я. Я не буду говорить, кто кому это говорит. Назовите мне название, даже уже без автора, ладно уж. У автора очень сложное имя. Фамилия легкая, а вот имя. Мальчики, 3, 2, 1. Что это за произведение? Может, там, где... вот был же отец, да? Так. Типа, там были казаки, возможно. Так. И типа он написал. Ты думаешь, Тарас Бульба? Нет, это Маугли, Редьярд Киплинг, да, произведение легендарно. Итак, у нас закончились вопросы из категории литература. Я вижу, что ребята готовы, боевой настрой, потому что впереди у нас видеовопрос. И сегодня вопрос нам задает стилист. И вопрос, конечно же, будет о моде. Итак, вопрос от Виктории Кряучунас. Внимание, ребята, на экран. Дорогие ребята, у меня к вам такой вопрос. Кто ввел моду, бижутерию? Дам подсказку. Это основатель большого модного дома. Я повторю вопрос. Кто ввел в моду бижутерию? Это был некий основатель какого-то модного дома. Кто ввел в моду бижутерию? Бижутерия, если мальчики не знаете, это недорогие какие-то украшения, да? Это могут быть браслетики, какие-то сережки не из драгоценных камней, да? У вас есть время. Подумайте, это какой-то известный человек, основатель какого-то модного дома. Сложный, я думаю, для мальчиков вопрос. Я не думаю, что они как-то просвещаются в этом вопросе. Действительно, если бы здесь сидели девочки, возможно, бы они ответили. Но мальчикам сложнее. 10, 9, 8, 7. Я не знаю ответа. Он будет вопрос, да. Кто придумал, кто ввел в моду бижутерию, и это был легендарный основатель какого-то модного дома. 10, 9, 8, 7, 6. Я надеюсь, свет не уйдет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, ребята сдали мне свои ответы сейчас уже, и мы узнаем, действительно, кто ввел в моду бижутерию. Вперед! Как ответ Коко Шанель. И обе команды ответили правильно, да? Шанель, Коко Шанель. Ответ был верный. А теперь буквально через мгновение мы узнаем, кто же у нас победил. Итак, наконец-то ребята сейчас узнают, кто же из них оказался достойным. Это была сложная битва умов, разные категории, интересные вопросы из мира моды. И с разницей, барабанная дробь, в 2 балла победила команда Ариана и Джулура. Ариан Ивлев и Джулур Афанасьев победили Аяна Савинова и Игоря Габышева. Ребята, вы большие молодцы, вы боролись как львы. Хотелось бы услышать какое-то слово, может быть, какое-то наставление или, может быть, даже какую-то благодарность команде, которая вас одолела. Ну, разумеется, поздравляем ребят с их проходом в финал. Желаем удачи и успехов в жизни. Аян? Что было сложно, может быть, что вас подвело сегодня? Подвело это незнание русской грамматики. Односоставное предложение, да? У меня был такой вариант, но что-то... Но ты желаешь сомневались. удачи своим соперникам в финале? Да, конечно. Познакомились. Отлично. Финал будет жаркий. Ребята, слово победителей. Ну, я очень рад тому, что мы вышли в финал. Скажу честно, что до последнего думал, что мы проиграли. Даже, возможно, не сразу 1, а там 2-3. Но получилось, что мы вышли в финал. Сильные соперники были? Очень сильный соперник. И темы, честно, были сложные, потому что почти все темы — это почти все мои самые худшие стороны по школе. Джулур, твое мнение? Я немного не ожидал свою победу в полуфинале. Мне, наверное, помогли знания в общих вопросах. Ты думал, Аян и Игорь обойдут вас на повороте, да? Да. Но, ребята, у нас закончился полуфинал. И буквально в следующий раз здесь, в Малой Академии Наук, в эфире телеканала Якутия-24,
телешоу «Эрудит» мы увидим финал нашей передачи. Мы увидим, как умнейшие и самые достойные школьники со всей республики схлестнутся за звание эрудита. Напоминаю, что у нас нет проигравших. Все, кто попал в полуфинал, все, кто преодолел блиц, вы большие молодцы. Это очень сложно. Я думаю, ваши родители, родные, близкие, одноклассники гордятся вами. А меня зовут Максим Эверстов, и мы увидимся с вами в следующий раз на финале. Читайте книги, любите жизнь.